Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана дал указания по своевременному проведению сельхозработ на полях. Туркменистан подтвердил приверженность тесному сотрудничеству с ООН. В торговом центре Аркач откроют ресторан Сизен Бурак и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание, на котором обсуждался ход сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионах страны. Как было отмечено, на полях продолжаются посевная кампания хлопчатника и вегетационный полив, уход за посевом пшеницы. Параллельно принимаются необходимые меры для подготовки к жатве. Продолжается посадка и уход за посевами картофеля и овощебахчевых культур, а также за шелкопрядом. Глава государства Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проведения на должном уровне текущих сельхозработ на полях вилаятов. В частности, посевная хлопчатника, надлежащего и своевременного ухода за пшеницей. Также были даны указания по обеспечению неослабного контроля за проведением ухода за озимыми культурами. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил теплые поздравления и наилучшие пожелания генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу по случаю его 75-летия. В своем послании глава государства высоко оценил международную деятельность Гутерриша, направленную на укрепление мира, обеспечение глобальной безопасности и создание условий для устойчивого развития стран мира. Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана тесному сотрудничеству с ООН, пожелав Антониу крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. В Мары в парке Бахтиярлык прошел эко-фестиваль, организованный совместно с посольством США в Туркменистане и Хекимликом Марийского вилаята. Около 1500 человек посетили фестивальную площадку, где были установлены стенды на тему защиты окружающей среды, проводились игры и практические задания. Ресторан известного турецкого повара и ресторатора Бурака Оздемира Сизен Бурак Гурме откроется в Ашхабадском торгово-развлекательном центре Аркач. Договоренность об открытии ресторана была достигнута по итогам туркмено-турецкого бизнес-форума в октябре минувшего года. Оздемир завоевал большую популярность в социальных сетях благодаря своим коротким видео, в которых он демонстрирует процесс приготовления и подачи на стол гостям гигантских порций различных турецких блюд. В целях защиты пользователей от киберугроз в Великобритании ввели новые правила, устанавливающие минимальные стандарты кибербезопасности для производителей гаджетов. Теперь запрещается продавать устройства с предустановленными простыми паролями, такими как админ или 12345. Производители должны информировать пользователей о сроках выпуска обновлений безопасности для своих устройств. Эти меры направлены на повышение уровня кибербезопасности подключенных к интернету устройств, снижение рисков хакерских атак и защиту личных данных пользователей. 29-летний Абубакар Тахиру из Ганы стал рекордсменом мира по количеству обнятых деревьев за 1 час. Студент-магистр лесного хозяйства обнял 1123 дерева, что составляет почти 19 штук в минуту. Для рекордной попытки Тахиру выбрал национальный лес Тасгаки в штате Алабама, где он обучался. Правила рекорда строгие. Объятием считается полное обхватывание ствола дерева руками. Нельзя обнимать одно и то же дерево несколько раз, а также запрещено наносить им вред. Туркменский боец смешанных единоборств Довледжан Якшимурадов 22 июня на турнире PFL 5 в Солт-Лейк-Сити выйдет на поединок против камерунца Симона Бьонга. Свой последний бой Якшимурадов провел против представителя Словении Джейкоба Неда 13 апреля на турнире PFL 2. В этом поединке, не продлившемся раунда, Довледжан одержал победу техническим нокаутом. На его счету 22 победы, 7 поражений и 1 ничья. Бьонг в последний раз выходил в клетку против Антонио Карлоса Джуниора в том же турнире PFL 2 и проиграл также в первом раунде. В полуфинальном поединке Кубка Азии среди игроков не старше 23 лет, проходящем в Катаре, национальная команда Узбекистана одержала убедительную победу над Индонезией со счетом 2-0. Этот результат обеспечил узбекским футболистам звездную путевку на грядущие Олимпийские игры в Париже.
3 лучшие команды по итогам Кубка Азии получают право представлять свою страну на Олимпийском футбольном турнире, который пройдет с 24 июля по 10 августа в 7 городах Франции. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал ваш самый надежный источник новостей.